Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как джинсы. Кто не носит джинсы? Ну, не знаю, кто на этой планете не носит джинсы. Мне кажется, джинсы есть у каждого. Ну, может быть, конечно, есть какое-то исключение, которые любят юбки, платья и так далее, или какие-то азиатские страны, где у них женщины носят джинсы. Но в нынешнее время, мне кажется, Европа, Америка и вообще близлежащие страны все любят джинсы. Это удобно, это практично, это красиво. И на данный момент я хочу поговорить на тему современные джинсы, да, чем они отличаются и вообще э, как, как правильно, наверное, какая посадка, какая длина и вообще все, что с этим связано. Ну, давайте начнем с того, что существует много видов джинсов, да, и они отличаются по посадке, низкая посадка, высокая и средняя. На данный момент модная либо высокая посадка, это, конечно, вообще мне кажется, высокая посадка все-таки не для всех. И средняя, она более универсальная, конечно. Так же само есть, разделяют джинсы по длине. Есть длинные, есть 3/4 укороченные, да, и есть обычные, которые по косточку. Конечно, длина — это, в принципе, все зависит от того, что вы любите, как вы любите и с чем вы их, конечно, носите. Но сейчас очень актуальная длина — это 3/4, когда косточка ваша видна. Конечно, когда с наступлением холодов, не совсем это, наверное, тепло и уютно в таких джинсах, поэтому лучше, конечно, подбирать под такие джинсы какие-нибудь ботинки все-таки повыше, которые вот эту вот длину, высоту от косточки и выше все-таки закрывают. И фасоны. Фасоны у нас, конечно, сейчас самые актуальные. Это прямые, либо прямые, 3/4 и низкая высокая посадка. Это вообще супер-супер. Либо клеш, либо буткат. Но есть у нас еще мам джинсы, есть бойфренды, которые были на протяжении, наверное, последних 2 лет очень актуальны. Да, они тоже актуальны. Но, мне кажется, сейчас вот именно последнее время очень набирает опять обороты именно клеш и ровные. Это ровные, мне кажется, это вообще самый классика, потому что они подходят практически всем, они модные всегда. И я забыла, боже, а скини. Скини же, конечно, тоже у нас есть такая модель, самая, наверное, любимая женщинами и девушками, девочками, в общем, всеми любимая. Но скини сейчас не так. Да, они актуальны, но они не такие актуальные, как были в предыдущие года. И, если честно, мне кажется, женская фигура в них выглядит намного проигрышнее, чем, например, тем же мам-джинсах или в ровных. Потому что мало у кого есть идеальные ноги, идеальная талия, идеальные бедра. И, конечно, скини это все обтягивает, и все неровности и недостатки, наверное, больше показывают, чем ну, они вообще не скрывают. А все-таки ровные, они ножки делают все-таки ровные, красивые. Но это так, это дело каждого, кто что любит, да. Что я еще хотела сказать? Хотела поговорить вот на какую еще тему по поводу джинсов. Это джинсы, это не навсегда. То есть, если вы купили одну пару джинс, я понимаю, что есть любимые и так далее, но очень много я замечаю такую тенденцию, что люди покупают джинсы и носят, стирают и опять носят. И джинс тоже изнашивается. Какой бы прочный это материал не был, он все-таки тоже теряет свои свойства. И поверьте, видно, реально видно, что они заношенные. Я понимаю, если это у вас стилистика такая, и вам нужно, да, вот этот вот
старый эффект. Но на данный момент намного лучше. И вообще, кстати, по поводу цвета и текстуры джинсов. То есть сейчас лучше, конечно, это и актуальнее, это либо равномерно прокрашенный цвет, то есть без потертостей в разных местах. Если порванность допускается, но небольшие надрезы. Вот этих лохмотьев, как носили и носят, если честно, носят много. И для меня вообще загадка, как можно в таких джинсах, считай, в шортах ходить в мороз. Ну, я правда не понимаю. Если вы носите, объясните, тепло вам, потому что мне кажется, что это очень холодно на самом деле. Поэтому джинсы должны быть нормально прокрашены, они должны быть не на последнем издыхании, то есть все-таки должен вид у них быть опрятный. Это, мне кажется, самая главная фишка в джинсах, да, и цвета. Цвета, конечно, белый. Это белые джинсы, это супер. У меня их двое, одни скини, вторые вот как раз ровные. Скини я не носила вообще, носила ровные. У меня топ-шоп, и я очень довольна. Именно катон плотный, не тянется. Белые джинсы, опять же, они реально под все, как черные. Да, они марки, я не спорю. И кто не готов, конечно, вряд ли согласится на такой цвет. Но эффект от них, вообще по поводу белого цвета, мне кажется, нужно отдельную тему открывать. Белый цвет это все-таки всегда почему-то людьми воспринимается только на парад. Но почему нельзя в белых джинсах ходить каждый день? Мне, например, очень нравится такой эффект. Темно-синие джинсы. Темно-синие джинсы вообще это классическая, да, классический вариант, который опять же подходит под все. Голубые джинсы, черные джинсы, можно красные джинсы, тоже классно смотрятся. По поводу других цветов, типа желтые и так далее, и тому подобное, мне кажется, это спорный вопрос, и это такие, все-таки, если сформировать свой гардероб, то нужно начинать именно вот с таких вот классических цветов. Забыла сказать еще про кюлоты джинсы, у меня тоже такие есть, это H&M, мои любимые кюлоты, очень спорные, потому что мало кто вообще понимает, и, наверное, многие считают, что кюлоты не всем идут, но мне кажется, это классный, необычный элемент, который принесет в ваш гардероб очень такую свежесть, да, потому что все привыкли джинсы видеть все-таки более в классических формах, а кюлоты это немножко другая история. Поэтому всем рекомендую. Ну, на сегодня это все. Если я была полезна, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада знакомству. Пишите, если есть вопросы. Рада буду ответить. Встретимся в будущих видео. Всем пока-пока.